Вот такая ситуация, друзья. Как вы помните, мы с вами много раз обсуждали вопрос такой, где у нас находится вечерняя школа, где находится техникум. Ой, ну да, Вилюйский техникум. Ну, как видите, нету уже ни того, ни другого. Буквально в течение месяца мая, да, наверное, с начала мая, и вот по сегодняшний день, уже 26 число, 27, все, нету этих двух зданий, эти двухэтажки были признаны ветхими и аварийными. И видим до такой степени ветхими и аварийными, что даже вот сейчас заканчивается уже работы. Вот здесь у нас находился техникум. А здесь вечерняя школа. Все, что от нее осталось, это вот этот небольшой котлован и работающий экскаватор. Вот. Немножко труб, всяких металлоконструкций. Стул, возможно, на котором мы сидели, когда учились в техникуме. Еще немного, территорию эту выровняют, засыпят щебеночкой. И все, наверное. Какой-то экскаватор странный с одним однозубый. Зуб потерял, короче. Ну а дровишки, возможно, вывезут кто-то себе на отопление. Ну что ж, все, что не делается, все к лучшему. Возможно, здесь будет город-сад, как говорится, да? Здесь застроят все новыми жилыми домами. Будет еще красивее. А может, разобьют парк. Я, если честно, не знаю планов наших градостроителей. Ну, а вообще, далее вот там, это здесь был магазин «Рассвет». Напротив у нас был кафе «Юность». Вот он, «Рассвет». Ну, сейчас здесь вроде как будто какая-то кафешка, не кафешка, а пивнушка, не пивнушка. Короче, я точно не знаю. Нужно, конечно, подойти посмотреть. Посетить. Ресторан закрыт на ремонт. Ресторан какой-то. Ну, а здесь, вот видите, здесь тоже было огромное количество этих двухэтажек. Улица Комсомольская. Еще, может, вы видели наши эти съемки с квадрокоптера и старые фотографии, сравнивали. Весь вот этот пустырь был заполнил двухэтажками. Сейчас их уже нет. Осталась только вот одна, вот там, по-моему, она к улице Аюнского примыкает. Самая крайняя. С портретом Платона Аюнского. Вот. А этот пустырь, по идее, здесь должны быть построены многоэтажные дома. Ну, пока вот кроме камней здесь ничего нет. Ну, я думаю, здесь тоже будет город-сад. А весна потихоньку берет свои права, бразды, можно сказать, в свои руки. И деревья потихоньку начинают у нас зеленеть. Обратите внимание, наше предыдущее видео было абсолютно из серенького такого города. А сейчас поглядим, как березки уже, смотрите, набирают листву. Еще немного, и вообще весь город утонет в зелени. И вот эти стройки, дома по краям дорог уже не будет видно из-за этой густой зелени.
всех приветствую на нашем канале Политгараж. Как всегда, не забывает о вас. Мы снимаем новые серии. И сегодня в нашем выпуске некоторые новости нашего города. Вот в нашем городе открылось 2 новых магазина. Я бы хотел вам показать их. Сейчас вот мы едем по Ленинградскому проспекту и сворачиваем на старую городскую заправку. Кто помнит, может быть. Называется здесь магазин «Больше-меньше». Это сетевой магазин. Один из их филиалов я вам немножко уже показывал. Он находится в магазине «Северянка». Проезжай. В магазине «Северянка» на 2-м этаже. Ну вот, и еще один открылся вот здесь. Если кто-то не знает, я сейчас вам покажу. Бери больше, плати меньше написано на нем. Алкомаркет, стенка, чистая пивоварня. Я, честно вам скажу, не знаю, как это все будет выглядеть, но мы зайдем и внутри тоже посмотрим, что это. Так вот интересно здесь все расположено. Получается, это как большой, наверное, как оптовка, что ли. Слабоалкогольный газированный напиток Санта Стефана Роза 250 рублей. Советское шампанское 370 рублей. Водочка. Ну-ка, пол-литра сколько стоит? 350. Гжелка мягкая 290. Вакцина даже есть. Нифига себе. 490 рублей вакцина. Ну и красная, и зеленая. В целом как-то вот так. Понятно, что это за магазинчик. Пауланер Кейсер пиво 160 рублей. Ну, в общем и в целом все понятно. Очередной алкомаркет с не очень высокими ценами. Ну, я так понимаю, раз он сетевой, значит у него по всей России цены одинаковые. Так, магазин Hot Oaz. Ну, здесь вы в курсе. Он здесь давненько уже. Вот изменил только свои вывески, обновил немного. Кстати, в Hot Oaz очень неплохое, приятно так и по ценам, и по качеству мясной продукции. Мясная продукция, колбаска, копчености, различное такое производство. Естественно, это Якутск. Возможно, из регионов Якутского, ну, в смысле, из района города Якутска. Так, мясоперерабатывающие комбинаты у нас не так уж их много. На рынке, кстати, появилась продукция Нерюнгринского птицекомбината. Неплохие такие, я вам скажу. Крылышки я там покупал, бедрышки. Ну, конечно, все замороженное. У нас тут не бывает такой продукции, как на материке охлажденной. У нас все замороженное, но по срокам очень даже и очень неплохо. Еще один магазин, который я вам хотел показать. Вот он находится здесь, не доезжая Алмаз автоматики, бывший цвет автоматики. Магазин называется Виктория, и в нем у нас также присутствует пивмаркет и магазин «Стройся сам», бывший Крепеж. Мы тоже зайдем посмотрим. Здесь еще и продовольственный магазин открылся. Ничего себе. А я этого не знал. Ну и, судя по всему, здесь еще и готовят полуфабрикаты. Есть квас, напитки, немножко бытовой химии. Даже есть вискас педигрипал, китикет по 36 рублей. Уголек. Макароны
соки, кофе, чай цейлонский. 100 пакетов 396 рублей. Так. Ну, пока ассортимент не очень большой. Доширак у нас в цену 80 рублей. Ой-ой-ой. Самый распространенный любимый продукт россиян. Так, конфеты есть знакомые какие-нибудь? Нет, ничего такого нету. Буревестник есть. 365 рублей килограмм. Молоко семенишно. Сколько тут? 138 рублей стоит. Млада 100 рублей. Так, что тут еще? Перец 456 рублей. Огурец свежий 456 рублей. Помидорчик свежий, Узбекистан, 528 рублей. Еще один отдел. Это у нас закрытый пивной. Ну, ассортимент тот же, что был в магазине Крепеж, только очень большие площади. Площади большие. Ну и есть, конечно, здесь всякое разное. Сантехника. Кабеля. Электромонтажная продукция. Пеноплекс. Утеплители. Радиаторы есть. Биметалл и различные утеплители. Краски. Колеры. Грунтовки. Лакокрасочная продукция, конечно же, монтажные пены, растворители, ну и, конечно же, весь инструмент практически для стройки есть. И один из отделов этого магазина с небольшим ассортиментом, а не с большим ассортиментом пивной продукции. Кстати, безалкогольное пиво есть. Вот, самое главное, есть безалкогольное пиво. Вот это вся полочка, да? Да, 4 вида. Ну, отлично. Цены 60 и 75. И цены на безалкогольное 75, 60, 75. Балтика светлая, кстати, есть. И Хайникен. Ну, отлично. Остальные алкогольные продукции нас не интересуют. Ну, а вообще есть пиво на разлив. Кто любит пенное, это крышечки для него, да? Ну вот. Кому интересно, можете заходить, интересоваться. Тара здесь тоже есть. Приходите, вам нальют самое свежее, самое холодненькое. Ничего страшного. Вот такой замечательный магазин открылся у нас на шоссе Кирова. Торговый дом Виктория. И в нем привет сосед, строй сам и продукты. Друзья мои, последние дни мая, и в нашем городе прошли последние звонки во всех школах. И мне удалось побывать на одном из этих мероприятий. Я побывал в 26-й школе, где заканчивают школу 11 А и 11 Б классы. Вот, я побывал и на концерте, и на поздравлениях, и, короче, нафотографировал там, и наснимал. И еще было мероприятие на Чуаналыре, база Чуаналыр, там, где проходил САХ. Вообще замечательное место, я много там снял. Отдельный ролик, я ссылочку на него оставлю под видео. Можете зайти посмотреть, кто не подписан, допустим, на наш канал, да, там у того не будет ссылки на это, а ссылка под этим будет теперь под этим видео. Вот такие вот дела. Конечно, традиционный обзор повышения цен в магазине Северянка. Сейчас мы с вами найдем парковочное место, заедем на парковочку. Да, даже места есть, ничего себе. Можно сказать, в самый час пик попали мы. Кстати, говорят, здесь неплохой какой-то ресторанчик открылся на 3-м этаже. Ни разу там не был.
Интересно было бы побывать. Кстати, вот он. Гриль-хаус. Зона, детская зона отдыха «Островок». Фитнес-класс. 3-й этаж. Так, ну, начнем с рыбного ряда. Сиг вяленый. Щука вяленая. Судак вяленый. И все по 850 рублей. Корышка 1600 рублей. Щучка. Ну, это травянка, видимо, 750 рублей. Ящик 450. Лемочка по 3000. Муксон копченый 1150 рублей. Вот этот муксончик самый вкусный, наверное, из всего. Открылась какая-то новая стенка, частная пивоварня. Традиционный обзор немножко по ценам. Так, огурчик у нас 295 рублей стал стоить. Прям по-божески. Перчики острый красный 590 рублей. Вот эти два на 135 рублей. Возьмем помидорчики у нас ташкентские 380 рублей. 180, да. Молочко простоквашино 160, семенишна 135, и село зеленое 170. А вот это почему-то 220. Мирнинское молоко 100 рублей литр стоит. Сметанка 150, творог 290, 280. Мирнинский творог 265 рублей за полкило. Ну и что еще? А, ну яичко здесь почем? Совхозовское яйцо 115 рублей десяток. То есть 11,50 за яичко. Тут местная продукция, полуфабрикаты, крылышки в остром соусе 372, 394 и фарш из говядины и свинины 640 рублей. Так, что у нас теперь с маслом растительным? Ну вот кубаночка литр 205, олейна 245, ну милора 225. Да, масло, конечно, подорожало капитально. Сахар. Ну, сахар дорого. Доширак. Так, доширак у нас 60 рублей стоит. Ну, нормально. Вообще не подорожал. Так, а что у нас с конфетами? Какие-нибудь известные конфеты. Петушок, золотой гребешок у нас 660 рублей стоит. Каракум 755. Чио Рио 515. Ну и красная шапочка у нас 720 рублей. Ну, в принципе, ничего не подорожало, все так осталось. Яблочки решил купить, не знаю, вот попробую. Red Chief называется. 270 рублей за килограммчик. Мандаринчики, апельсинчики. Зеленые Гренни Смит 270. Потом красные 270. Короче, что-то все по 270. Лук. Лук у нас стоит репчатый 85 рублей килограмм. Картошка 105 рублей. Ну вот, друзья, на этом считаю наш сегодняшний обзор законченным. В принципе, мы сегодня сделали все, что хотели, все посмотрели, везде все рассмотрели, все оценили. Посмотрели мы с вами, как идут дела на новостройках, как идут дела с сносом старых строений. Посмотрели цены в разных магазинах. Ну, что нового? Вот в магазине Северянка все-таки открылись новые отделы. Во-первых, это
рыбный ряд, но мы его уже видели. Потом открылся отдел разливных напитков. Кстати, там есть разливной квас, написано Мирницкий. Не пробовал, не знаю. Овощи, фрукты посмотрели. В принципе, цены как и были заоблачные, так и остались. Ну вот как-то так. В принципе, все. На следующий выпуск мы уже сделаем, когда в городе полностью все деревья покроются зеленью. И зайдем в наш дендропарк, так называемый, да? Все, до новых встреч. Подписались, лайк поставили. И пока-пока. Ну и, конечно, о погоде в алмазной столице. В Мирном температура от +2 до +8 градусов. В эти выходные погода была до +26 градусов. И мирнинцы, конечно же, все разделись до футболок и шорт. Погода была прекрасная, шикарная. И потом она вдруг сменилась вот таким резким похолоданием. Сейчас на улице +8 градусов, холодный ветер. Ночью было заморозок до -2 градусов. И все наши садоводы-любители, конечно же, быстренько побежали на дачу топить в теплицах печки. Вот такая вот у нас погода. Много на земле профессий самых важных, только есть одна. Тысячи людей объединяет разных, и зовут их просто мастера. Строители, вы создаете города. Строители, гордится вами вся страна. Трудитесь и в зной, и в холода. Строители, призвание навсегда. Строители, вы создаете города. Строители, гордится вами вся страна. Трудитесь и в зной, и в холода. Да-да, строители, 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 призвание навсегда. Смелые проекты воплощайте в жизни. Стройте на века, стройте на века. И трудитесь так, чтобы в родной отчизне люди были счастливы всегда. Строители, вы создаете города. Строители, гордится вами вся страна. Трудитесь и в зной, и в холода. Строители, призвание навсегда. Строители, вы создаете города. Строители, гордится вами вся страна. Трудитесь и в зной, и в холода. Да-да, строители, 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 призвание навсегда. Строители, вы создаете города. Строители, гордится вами вся страна. Трудитесь и в зной, и в холода. Строители, призвание навсегда. Строители, вы создаете города. Строители, гордится вами вся страна. Трудитесь и в зной, и в холода. Да-да, строители, 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 призвание навсегда. Строители, 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 призвание навсегда.